Приветствую, друзья! Сегодня в Украине продолжаются бои практически по всей линии фронта, и особо жестокие из них проходят на Купянском направлении, Краснолиманском направлении и Артемовском направлении, там, где в контратаку перешли союзные силы. Самые интенсивные атаки натовских войск были сегодня на Херсонском направлении, но тем не менее каких-то внятных успехов натовской группировке войск достичь там не удалось. Для натовских войск на Херсонском и Купянском направлении каждая атака обходится очень и очень дорого, потому что практически каждый день оттуда поступают свежие фотографии с битой техникой. И здесь, вот на этих кадрах, это хорошо видно. С учетом того, что 4 области Украины уже по Конституции Российской Федерации являются частью Российской Федерации, вот на этой карте, кстати, обозначили, какие еще территории сейчас, вот этих областей, которые присоединены к России, сейчас находятся под контролем натовских сил. Но тем временем сегодня ВКС России продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры. И сегодня была выведена из строя очередная подстанция в Киевской области. И если раньше уничтожение одной, двух, трех подстанций то было особо не критично в плане того, что электроэнергия у людей все равно оставалась, то сейчас мы видим, что работает накопительный эффект. И уже анонсировали в Киеве долгосрочные отключения от электричества целых районов. Стоит добавить, что каждый последующий удар по критической инфраструктуре, это подстанции, электростанции и так далее, он будет гораздо более жесткий, нежели предыдущий. Потому что с учетом того, что энергосеть уже сейчас находится в полуаварийном состоянии, то выбивание условно даже мелкой подстанции может вызвать критические разрушения и длительные отключения света. На этом фоне проходит просто истерика в Украинском министерстве иностранных дел, потому что вот мы от одиозного посла Мельника слышим заявление и просто требования от Германии предоставить лазерное оружие в Украину для того, чтобы сбивать беспилотники и ракеты. И несмотря на то, что лазерного оружия нет еще в самой немецкой армии, несмотря на то, что Бундесвер объявил только о испытаниях этого оружия и хоть каких-то промежуточных результатах, мы видим уже, что в Украине уже ждут просто лазерные установки для борьбы с беспилотниками. В Америке прекрасно понимают, что натовским войскам на территории Украины крайне срочно нужны самые современные беспилотники. И, конечно, всеми силами стараются их предоставить. Вот на этих кадрах виден очередной беспилотник, который уже поступает в натовские войска в Украине. С учетом происходящего сейчас идет на территории Украины, по сути, конкуренция военно-промышленного комплекса Российской Федерации и всех остальных западных стран. И объективно у западных стран все-таки военно-промышленный комплекс серьезно превосходит возможности Российской Федерации и по объему, и, к сожалению, по качеству. Поэтому для уничтожения натовской группировки войск в Украине крайне важно отрезать от поставок войска. И здесь мы упираемся в то, что все-таки прямо напрашивается удар с территории Беларуси, союзных сил, чтобы отрезать полностью Украину Зеленского от Евросоюза. И таким образом поставки уже оружия будут невозможны. И, конечно, это приведет к коллапсу любых оборонительных действий натовской группировки внутри страны. В Пентагоне это прекрасно понимают, и поэтому сейчас пытаются каким-то образом укрепить фланги там, где белорусская граница, российская граница, но с учетом громадной протяженности чисто физически это сделать объективно на всей линии фронта явно не удастся. И любые эти вот заграждения, которые будут там выставляться, то они все равно будут иметь, опять же, только воздействие, которое может временно остановить продвижение войск, но ни в коем случае не стать вот такой монолитной стеной, которую невозможно пройти. Друзья, также напоминаю, что ко мне приходит много интересной информации, которую здесь я публиковать на YouTube не могу, потому что тут есть масса ограничений, а вот в Телеграме их нет. Поэтому все самое интересное я выкладываю в Телеграм-канале. Ссылка на него в описании, первым комментарием под видео. Кому интересно, переходите, смотрите, подписывайтесь. Мой Телеграм-канал выглядит вот так. Сейчас делают много клонов, и важно, чтобы вы подписались туда, куда надо. Но тем временем становится понятно, почему Илон Маск недавно начал паниковать и рассказывать о том, что он просто ограничит доступ к своим спутникам Starlink, чтобы у натовских войск в Украине пропала связь. Вот уже есть новость о том, что Россия уже в открытую планирует сбивать спутники, которые используют вооруженные силы натовских стран в Украине.
И тут для того, чтобы продемонстрировать всю серьезность своих намерений, полагаю, Генштабу Российской Федерации нужно сбить как минимум один спутник. Тот, который купил Притула, тот самый, который собирал, знаете, 600 миллионов гривен для того, чтобы якобы этот военный спутник передавал какие-то там фотографии. С учетом того, что публично Притула сказал, что этот спутник используется чисто для вооруженных сил Зеленского, то этот спутник можно сбить в первую очередь. Примечательная деталь в этом всем, так это то, что если Россия начинает сбивать такие вот коммерческие спутники, то вроде как бы это и не нападение на страны НАТО. Несмотря на то, что Пентагон активно использует частные спутники в своих целях. И, конечно, спутники те же Starlink, это опять же частная история, которую финансирует Пентагон, но де юре это спутники не американские, а конкретно корпорации Starlink. Я думаю, это прекрасно понимают и в ЦРУ, и именно поэтому главарь ЦРУ уже наведался к Зеленскому и выдал ему очередной инструктаж. Понятное дело, никому ничего об этом не говорили, и только сейчас, благодаря западной прессе, оказалось, что все-таки главарь ЦРУ действительно в первых числах октября съездил к Зеленскому и дал ему наставления. Ну а тем временем в России происходит серьезная чистка, причем это касается даже и политических так называемых элит, так называемой либеральной оппозиции, потому что вот уже Ксения Собчак, оказывается, выехала с территории Российской Федерации и по удивительной случайности через Беларусь она решила поехать в прибалтийские страны. А как известно, сейчас россиян не пускают в прибалтийские страны, потому что эти же страны объявили себя лидерами русофобии, поэтому запретили въезд. И уже подтвердили прибалтийские страны, что Ксения Собчак предоставила им свой израильский паспорт. А ведь недавно, еще в 2021 году, Ксения Собчак просто на видео рассказывала о том, что нет у нее никакого израильского паспорта, что это все глупости, что это все, знаете, поклеп пропаганды и неправды, это что все кремлевская, там, знаете, дезинформация и прочее. А тут уже, знаете, не отвертишься, потому что Прибалтика уже это официально подтвердила. Для особо забывчивых стоит напомнить, что Ксения Собчак баллотировалась на пост президента Российской Федерации и заняла 4-е место, набрав своих там 1,5%. Тем не менее, вы просто вдумайтесь, если бы все-таки вот этой так называемой оппозиционерке удалось победить, и на посту главы Российской Федерации стоял бы персонаж с израильским паспортом. И тут, понимаете, всякие Каспаровы, Ходорковские, Собчак и прочие, куда ни ткни, там либо израильский, либо американский, либо британский паспорт. И чуть ли не вся эта либеральная, так называемая российская оппозиция в этом замешана. И здесь мы видим, что это четко пятая колонна, которая всегда работала на уничтожение Российской Федерации. Сейчас уже можно сказать о том, что в России действительно проходит реально политическая чистка и чистка других секторов, там и оборонного, и безопасности и так далее. И вот такие вот прецеденты, это явное тому подтверждение. А тем временем из-за океана приходят неутешительные для Байдена новости, потому что вот стратегический запас нефти в Америке уже крайне опустел и опустился на отметку ниже, чем 1984 год. А такого практически никогда не было. Как известно, Соединенные Штаты всегда манипулировали ценой на нефть с помощью вот этого своего стратегического запаса. И когда цену нужно было опустить, то они выходили на рынок и с этого стратегического запаса начинали продавать нефть. Таким образом, конечно, выигрывая для себя любимых дешевое топливо. Но сейчас мы видим, что это им, мягко говоря, не помогло. И поэтому мы уже видим сегодня новость о том, что Соединенные Штаты отменили какую-то, знаете, граничную цену для российской нефти. И уже устраивает любая цена, лишь бы продавали. Потому что объективно сейчас там с топливом в Америке намечается серьезный коллапс. Причем под выборы. Поэтому уже сейчас появляются вот такие опросы общественного мнения. Какая же партия все-таки победит, демократы или республиканцы. И уже можно по вот этим данным понять, что ближайшие выборы будут в любом случае за республиканцами. Это прекрасно понимают и в Израиле, и поэтому блокируют любые попытки Зеленского каким-то образом сподвигнуть Израиль на поставки систем противовоздушной обороны натовским войскам.
Тем более мы видим, что Илон Маск, персонаж, который явно прореспубликанский, уже купил Твиттер. А это, как мы помним, любимая социальная сеть будущего президента Соединенных Штатов Америки. И здесь, с учетом того, как развиваются события, объективно на выборах уже все-таки не удастся заблокировать аккаунт понятно кого. Интересно то, что на Илона Маска уже в открытую наезжает продемократическая пресса, обвиняя его в том, что он сеет геополитический хаос. Маск, в свою очередь, обвинил Нью-Йорк Таймс в том же самом. На этом фоне мы видим, что крайне интересно развивается ситуация в Молдавии, потому что там, как известно, народ бастует против проамериканского президента Майи Санду, которая загнала народ в нищету, и сейчас там очень серьезные проблемы с наличием газа, с наличием электроэнергии, ну и с наличием денег. Объективно задача Майи Санду сейчас это втянуть Молдову в бойню, которая сейчас идет в Украине, и американское посольство этого активно добивается. И по иронии судьбы оказывается, что молдавские олигархи и прочие бизнесмены, ну, мягко говоря, не в восторге от таких перспектив и стараются противодействовать влиянию Соединенных Штатов Америки и блокировать все вот эти инициативы из-за океана. Именно поэтому мы видим, что Соединенные Штаты вводят санкции против молдавских олигархов и бизнесменов, и вот уже и Плохотнюк, и даже муж певицы Жасмин попал под американские санкции. И самое интересное здесь формулировка. Санкции на этих всех богатых людей наложили благодаря тому, что они негативно влияли на политическую систему Молдавии и позволяли себе покупать средства массовой информации. А как известно, с точки зрения американского посольства, покупать политиков, покупать средства массовой информации и так далее, это парафия исключительно посольства США, и никто не может больше этим заниматься. А тем временем проходят протесты родственников военнопленных, потому что мы видим, что меняют в первую очередь исключительно азовцев, потому что структуры НАТО заинтересованы в первую очередь именно в националистов, в которых они вложили много денег, ну а до обычных военнослужащих Зеленского нету дела. И мы видим, что активно родственники этому возмущаются, рассказывая за то, что как минимум 10 тысяч вот таких вот солдат Зеленского сейчас находятся в российском плену. Сейчас мы видим, что практически каждый день союзным силам сдается определенное количество вот таких вот солдат Зеленского, насильно мобилизированных и так далее. Также попадают в плен и российские военнослужащие, потому что это война, и объективно где-то есть победы, где-то есть поражения тактические. Поэтому в этом плане здесь нужно смотреть на пропорции. А пропорции здесь условно как минимум 1 к 20, 1 к 30. Поэтому немножко поражает реакция социальных сетей, когда вдруг появляется видео с несколькими российскими военнопленными со стороны вооруженных сил натовских стран. Если просто проанализировать, то практически каждый день появляются такие видео с пленными солдатами Зеленского. Но почему-то здесь вот такой бурной реакции нету. А когда все-таки несколько людей попадает именно со стороны союзных сил в плен, то тогда прямо истерика разлетается на весь интернет. И я полагаю, что это не без помощи так называемых информационных спецподразделений, которые сейчас активно используются натовскими войсками в интернете. Но напоследок хотел бы с вами поделиться очень, как мне кажется, важной информацией, которая исходит не от кого бы то ни было, а от председателя одной из самых крупных российских корпораций. А он, как известно, в материале. Давайте послушаем. С конца 2021 года зарубежные инвесторы сократили вложения в американский государственный долг на 238 миллиардов долларов. Доля доллара США в валютных резервах центральных банков стран мира снизилась до 55%. Это самый низкий показатель с 1995 года. Именно по таким новостям можно четко сделать вывод, что доллару приходит очень быстро конец. Но тем не менее, давайте дальше почитаем. Американскими козырями, используемыми США для создания стратегических преимуществ, является наряду с вооруженными силами использование в военных целях для достижения военного результата всей кредитно-финансовой системы США и всех возможностей высокотехнологических компаний, отметил глава Роснефти. Именно через эти инструменты, по сути, Соединенные Штаты Америки хотели управлять всем остальным миром вечно. Но тем не менее мы видим, что свободные народы все-таки стремятся к независимости и к многополярному миру, чтобы таких вот гегемонов попросту не было. Но тем не менее давайте почитаем дальше. На сегодня эффективно пользоваться этим ресурсом, включая манипулирование долларом, им лучше всего удается по отношению к своим союзникам. Например, сегодня от политики ФРС больше всего страдает иена, фунт и евро.
Именно им ради спасения доллара грозит сгореть в пламени кризиса, отметил глава Роснефти. Ну что ж, пожелаем им всем удачи, ну а вы не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, потому что там всегда гораздо больше интересного, нежели здесь можно рассказать на ютубе. Ссылка на него в описании, первым комментарием под видео. До скорого.